Здравствуйте, вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В 2018 году распоряжением главы республики был создан Центр координации и поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве структурного подразделения Агентства инвестиционного развития республики. Гостья в нашей студии Лина Петрова, генеральный директор Центра поддержки экспорта Республики Саха-Якутия. Лина Даниловна, здравствуйте. Всем доброе утро. Я бы хотела немного подправить. Уже с 2020 года, с конца 2020 года мы уже обособились в самостоятельную юридическую организацию, автономную некоммерческую организацию «Центр поддержки экспорта». Мы ранее, с 2018 года мы работали в качестве структурного подразделения Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, но вот уже как третий год мы работаем как самостоятельная юридическая организация. Вот. За пару лет много, конечно, наверное, изменилось. Расскажите, каковы цели деятельности сейчас? Основная цель нашей работы – это вовлечение новых субъектов малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность, повышение объемов экспорта несырьевых, неэнергетических товаров из Якутии и продвижение местных товаров, работ и услуг на внешние рынки, а также повышение конкурентоспособности наших товаров. С этой целью мы предоставляем государственные меры поддержки. Эти меры поддержки мы предоставляем в рамках реализации двух национальных проектов. Это развитие предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы и международной кооперации и экспорт. Мы работаем при координации Российского экспортного центра. Это наш головной офис, который руководит работой всех 82 центров поддержки экспорта в России. А также работаем при непосредственной координации Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия и Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Какие конкретно меры поддержки оказываются? Мы предоставляем широкий спектр мер поддержки, но условно их можно разделить на три категории. Первая категория – это для клиентов, которые только начинают экспортную деятельность. Они приходят к нам, не понимая, что это такое, не понимая, что такое экспорт. И с этой целью они могут у нас посетить экспортные семинары. Мы уже третий год работаем со школой экспорта Российского экспортного центра. У нас с ними заключено соглашение, в рамках которого они нам предоставляют методическую и образовательную поддержку. Вот в этом году у нас запланировано проведение 8 таких очных семинаров. Первый очный семинар у нас пройдет 21 марта. Это семинары на такие темы, как основы экспортной деятельности, маркетинг, основы деловой коммуникации, международная логистика, размещение товаров на электронных торговых площадках, международное право. Семинар, который называется «Таможенные вопросы экспорта». То есть, пройдя весь этот курс, у компаний сложится общее понимание, что такое экспорт. Они смогут избежать ошибок при выводе своего товара или услуги на внешние рынки. Также они смогут наиболее эффективно запланировать свой выход на внешние рынки. Вот. Получается, что не только предприниматели могут воспользоваться услугами центра, но и те, кто хочет начать свое дело. Да, конечно. То есть те, которые только начинают, они могут у нас получить базу знаний. То есть прежде чем тратить свои личные деньги, они могут пройти комплексные курсы, комплексное обучение. А те компании, которые настроены уже серьезно, у них есть уже конкурентоспособный товар или услуга, они могут через нас пройти обучение в двух крупных школах, бизнес-школах нашей России. Это бизнес-школа Сколково, наверное, вы все об этой школе слышали, да? И Фонд развития интернет-инноваций. Вот последняя бизнес-школа, она больше подходит для IT-компаний. Наверное, вы все знаете, что обучение в этих школах, оно очень дорогое, оно варьирует от 700 тысяч рублей и более. И вот Центр поддержки экспорта он может покрыть до 80% расходов на обучение в данных школах. Что касается второй категории клиентов, это у нас компании, которые производят разовые отгрузки
за рубеж, но у них нет своего постоянного покупателя. Для них мы можем оказать услуги как поиск потенциальных покупателей за рубежом. То есть компания может, не выезжая из Якутска, найти себе потенциальных покупателей. Для этого мы для них готовим презентационные материалы, готовим коммерческое предложение, где полностью расписываем стоимость их товара, в каких объемах они готовы поставлять, на каких условиях. И эту информацию на иностранном языке, если мы направляем информацию в Китай, мы переводим на китайский язык и направляем потенциальным покупателям в Китае. И когда мы получаем обратный отклик, заинтересованность с китайской стороны, то мы выводим эти компании на предметные переговоры в формате видеоконференц-связи. К примеру, в прошлом году к нам обратилась компания с просьбой найти потенциального покупателя в Арабских Эмиратах. И по результатам данной услуги данная компания заключила экспортный контракт с крупным дистрибьютором в Арабских Эмиратах и будет продавать свою продукцию уже непосредственно в Дубае. Вот. Также мы организуем бизнес-миссии. Наверное, вы все слышали, что в начале этого года, в конце января месяца, глава республики Арсен Сергеевич Николаев, он выезжал с официальным визитом в Казахстан. И вот по результатам его визита на следующей неделе мы организуем уже выезд бизнес-сообщества Якутии в Казахстан, в город Астану, где мы проведем круглый стол межрегионального сотрудничества между представителями, предпринимателями Якутии и предпринимателями из города Астана. А также для каждой компании мы организуем по 8 целевых встреч с потенциальными покупателями. Поэтому эта поездка будет очень результативна. Также в рамках наших услуг мы организуем трансфер с места проживания до места проведения переговоров и готовим все презентационные материалы. А если мы выезжаем в страну, где требуется и переводчик, мы можем для вас нанять еще и профессионального переводчика. Вот. Эти услуги для тех, кто ищет себе покупателей. К нам еще обращаются компании, у которых уже есть постоянный покупатель, но они обращаются к нам, например, для того, чтобы мы им помогли подготовить контракт на китайском языке. Или в рамках данной услуги мы можем также нанять таможенного представителя, который помогает компании подать таможенную декларацию и собрать весь необходимый пакет документов на экспорт. К примеру, в прошлом году к нам обратилась компания, которая планировала поставлять шкуры волка в Китай. Вот для нее мы нашли потенциального покупателя и полностью проводили переговоры на китайском языке, полностью вывели компанию на заключение экспортного контракта. Наверное, вы знаете, да, китайцы, они очень щепетильны в вопросах денег, да, и самое главное — это сойтись по стоимости. Вот. И в прошлом году компания, благодаря нашей поддержке, она подписала такой экспортный контракт и уже получила валютную выручку на счет у нас в Якутии. Мы работаем с Алмаз-Регионбанком. У Алмаз-Регионбанка есть очень, то есть она находится, данный банк находится не под санкциями, и он очень просто принимает платежи из Китая. Вот. Вообще, основная наша цель, конечно, это стимулирование получения валютной выручки к нам в регион, в Якутии. Вот ради этого мы и работаем. Ну, Лина Даниловна, вас послушать, у нас и получается география очень обширная для того, чтобы сотрудничать с соседними государствами. Да, география у нас довольно обширная, но вот, конечно, с введением санкций в отношении России в феврале прошлого года у нас, конечно, рынки сбыта сузились, но зато у нас углубились отношения с нашими дружественными странами. Мы сейчас будем активно работать с Монголией, с Китайской Народной Республикой, с Индией, Вьетнамом. У нас планы по работе с Объединенными Арабскими Эмиратами, со странами Евразес. Это у нас получается Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения, а также со странами СНГ. Также в планах у нас это выстраивание сотрудничества со странами Латинской Америки и со странами региона MENA. MENA это Middle East and North Africa District. Ну, получается, это районы, Среднего Востока и Северной Африки. Вот мы с ними будем очень активно развивать сотрудничество. Ну, тогда позвольте спросить вас и о конкурсе «Экспортер года».
А кто может принять в нем участие? Ведь мероприятие уже стало ежегодным. Да, данный конкурс мы проводим совместно с Министерством по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. Проводим мы его начиная с 2020 года, а данный конкурс проводится по итогам экспорта в предыдущем году. То есть мы впервые провели в марте 2020 года по итогам экспорта в 2019. Тогда у нас выиграла компания «Туску». Цель этого конкурса — популяризация экспортной деятельности. А те компании, которые принимают участие в нашем региональном конкурсе, они могут выходить далее на окружной конкурс по Дальневосточному федеральному округу. И вот компания «Туску», она, получив призовое место у нас в Якутии, она вышла в призовое место потом в Дальневосточном федеральном округе в номинации как компания «Лучший производитель» в сфере среди малого и среднего бизнеса. В 2020 году по итогам, в 2021 году по итогам экспорта уже в 2020 году у нас в регионе первое место заняла компания «Общество с ограниченной ответственностью «Сжиженный природный газ». Она экспортировала газ в Монголию впервые по железной дороге. А в этом году я уже вижу по статистике, что данная компания, она экспортирует сжиженный природный газ уже и в Китай. То есть она расширяет свои рынки сбыта. Но, к сожалению, данная компания, она не прошла в окружной конкурс, потому что это энергетический экспорт. А данный конкурс, он призван поощрять именно производителей не сырьевого, не энергетического экспорта. И в прошлом году, в 2022 году, по итогам экспорта в 2021 году, у нас призовое место заняла индивидуальный предприниматель Нургуяна Юрьевна Заморщикова. Она экспортировала чай в США в 2021 году, и также мы подали ее документы на окружной конкурс по Дальневосточному федеральному округу, где она заняла 2 призовых места. Второе место как лучшая женщина-экспортер, и третье место как производитель товара с высокими переделами. Я считаю, это очень большое достижение для Якутии, поскольку участие в данном конкурсе, оно повышает узнаваемость товара, узнаваемость Якутии, ну и повышение в целом брендов, которые производятся на территории Якутии. Ну и в нескольких словах попрошу рассказать вас о планах на этот год. В этом году мы оказываем все наши услуги основные. Это поиск партнера, я об этой услуге уже сказала. Это сопровождение экспортного контракта. Это размещение компаний на электронных торговых площадках. В прошлом году мы разместили компанию на Амазоне в Турции, и мы ожидаем продажи на данной площадке. В рамках данной услуги мы также можем оплатить размещение товара на складе в Турции до 6 месяцев. Будем организовывать выставки и бизнес-миссии. А в этом году у нас запланировано проведение 6 выставок. 3 на территории России. Уже на следующей неделе у нас пойдут 2 выставки. Одна выставка — это охота и рыбалка в Москве. То есть эту выставку мы организуем по просьбе производителей ножей. И вторая выставка — это акватерм. Мы ее организуем по просьбе предпринимателей, которые производят отопительное оборудование. Вот. И по просьбе также представителей туризма мы проводим выставку МИД. Это самая крупная туристическая выставка в России, которая будет у нас проходить в середине марта. Вот. И проведем еще 3 выставки за рубежом. Это в начале лета в Индии ювелирную выставку для наших ювелирных компаний, в середине июня Харбинская экспо, и получается, в октябре для IT-компаний мы проведем крупную выставку GITEX в Объединенных Арабских Эмиратах. Также у нас запланировано 3 бизнес-миссии. Одна вот в Монголии, она состоится в середине апреля. И 3-я бизнес-миссия у нас состоится в Гонконге. Так что, уважаемые предприниматели, если у вас есть желание работать с нами, пожалуйста, обращайтесь. Мы обязательно для вас организуем качественные бизнес-миссии, постараемся для вас организовать качественные услуги, от которых вы, конечно, я думаю, обязательно останетесь только довольны. Конечно, все будет действительно так. Благодарю вас, Лина Даниловна, за то, что нашли для нас время и стали гостьей нашей студии. Вам большое спасибо, что пригласили. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.